И в вчерашнем ролике, который опубликовал господин Акберсапар, он очень тонко и очень четко, говоря о смерти, 13 лет тому назад скончался Абдыкулиев, и 10 дней до его похорон было время, чтобы та оппозиция, которая находилась за пределами не только Туркменистана, а за пределы бывших стран СНГ, могли приехать на похороны лидера в то время, человек, который пытался объединить все оппозиционные силы. Его похоронили, но никто из них, которого он выставил на фотографии, и кто был причастен к этой оппозиции, никто не был на этих похоронах. Каждый был за себя. Я почему с этого ролика начал? Потому что оппозиция, которая нынешняя сейчас есть, и которая уже 28 лет находится за пределами Туркменистана, а точнее в европейских странах, она до сих пор не объединилась. И что сказал Абдыкулиев в этом ролике интервью, что никогда эта оппозиция не объединится. Народ должен вставать изнутри, народ создавать должен свои силы внутри страны. Но в результате за 28 лет ни внутри страны, ни за пределами Туркменистана оппозиция не объединилась. И не хочет она этого. О чем суть, я продолжу. Но главное, что попытки благодаря Давиджи Мухаммеда попробовать объединить оппозицию на базе Координационного совета тоже результатов не дало, потому что эта оппозиция, которая за рубежом находится, у них другие цели и задачи. У них одна задача – отработать деньги, которыми платит либеральная Европа. Кому платит деньги Конгресс Соединенных Штатов через разные программы. Поэтому я считаю, что народ Туркменистана должен выбрать сам свой путь, но народ Туркменистана должен быть объединен одной единой целью. Цель такова, чтобы освободиться от этого тирана. Теперь я хочу коснуться того, что как же на сегодняшний день наша так называемая несистемная оппозиция за эти 3 месяца пыталась работать, провела большую работу. Я об этом серьезно хочу сказать. Она подняла, используя YouTube, массу людей для того, чтобы люди уже открыто выступали. Но они это использовали, пытались и используют сейчас для своих личных целей. И пример тому, что это произошло, это обман, который продолжает на сегодняшний день выкладывать в YouTube в отношении того, что граждане Туркменистана должны обращаться в эти гуманитарные организации, которые помогут. Сегодня был выставлен ролик у господина Иклымова о том, что действительно люди получили помощь. Красиво обратно выступает та девушка на туркменском языке, но это обман. Сегодня студенты Беларуси мне позвонили, сказали, мы звонили по этим телефонам. Объясните, зачем нас обманывают эти 2 человека? Для чего они делают? Я попросил, обратитесь сами к нему. Ну, говорит, вы же там рядом, мы боимся позвонить. Я говорю, не бойтесь, звоните. Моя вчерашняя попытка дозвониться до господина Суюнова была тщетна. Но я дозвонился до господина Иклымова и сказал, уважаемый господин Иклымов, вас беспокоит Сапар Мурадов Максат Байрамович. Я к вам уже 2-й раз обращаюсь. Первое, зачем вы обманываете людей? И во-вторых, зачем вы оскорбляете в своем эфире меня в том числе и других о том, что вы можете и грубо. Да, вы обратно меня вчера оскорбили в грубой форме. Я к вам обращаюсь на «вы», а вы ко мне на «ты».
Я объясняю, зачем вы обманываете, вы говорите, пошел ты, и так далее, как вы можете выражаться. Вы как барыга, понимаете? Вот как в том фильме, мультике. А мы пойдем на север, мы свое дело сделали, пойдем на север. Вот вы и идете на север. Один находится в Лапландии, другой в Литве. Вы думаете, мы об этом не знаем? Это не тяжело нам найти. Просьба такая, я вам, с одной стороны, даю похвалу, что вы правильно делаете, а вы, оказывается, меня не слышите. Поэтому выступление, которое сегодняшнее, Ольга Чарыева выступила открыто и выставила ролики и у вас, и у Суюнова, и у Клымова. Там была одна фраза на очень грамотном туркменском языке, что Ольга, приходя на работу, ей стыдно, когда ей задают американские друзья, и которые работают на работе, ну что, вот тут коронавирус, Хочу обратиться к этим товарищам и сказать, что на сегодняшний день Ольга, вам не надо быть стыдиться. И меня не интересует мнение американского народа. Меня интересует мнение моего народа. И то, что вам стыдно отвечать, какой плохой президент, это президент нашей республики. Это нам всем надо быть стыдно, в том числе и вам, и всем остальным, и мне тоже, что мы не смогли за эти 28 лет поменять ситуацию. От американского, от европейского, от других народов мне стыдиться нечего. Это моя родина. И какая она плохая не была бы, это моя родина. И я не хочу за свою родину перед кем-то стыдиться, отчитываться. Это вам ответ, Ольга, на то, что вы выступили сегодня, сидя в машине, 40 минут добираясь до работы. И я не понимаю, Ольга, после вашего выступления вы исчезли со всех групп, которые связаны с Туркменистаном. Вы кому-то пропали. Вы боитесь ответить на вопросы, которые люди готовы вам задать? А у людей очень много есть вопросов, которые вам задать. Вы выступили. Вы почему-то от каких-то людей, которые не могут выступить, за них выступаете. Давайте будем каждый за себя выступать. Господин Суюнов с Иклымовым очень красиво поставили парня Пяльвана. Подставили, что он в последнее время не выступает. Хочу вам сказать. Прошу извините. Что вы, уважаемый Иклымов и Суюнов, вы делаете все для того, чтобы пропиарить себя, а не для блага народа. Вы в своих выступлениях говорите, что вы придете, что вы будете бороться, что вы создадите временное правительство. Но это неправда. Лично я вам этому не верю. И не надо морочить людям голову. Я в тот раз объяснил, как поднял сумку, бей, только заднюю давать не надо. Так вы продолжайте этого делать. Надежду даете народу и говорите, что вы правильно делаете. Тогда мне задается вопрос, уважаемый Суюнов, вы жалуете, что наши граждане присылают вам какие-то ролики, которые вы выставляете, и вам претензии предъявляет YouTube. Нет, это ролики, которые используют музыку других так называемых правообладателей, это не самое главное. Главное то, что YouTube начинает понимать, YouTube переводит с туркменского на английский язык, что вы занимаетесь призывом граждан Туркменистана, а вы как гражданин Швеции, а Иклымов как гражданин Литвы, призываете к террору, к насилию. Вы это не понимаете. Я вам один раз дал намек, второй раз дал намек, третий раз я вам объяснил конкретно, как это было с Кяризовой супругой. Но вы не слышите это. И то, что вас закроет на сегодняшний день ваш канал, это полбеды.
А вот если у вас будет уголовное дело, переведут ваше выступление, то, что вы, граждане Европы, занимаетесь незаконными действиями, и привлекут вас к уголовной ответственности по европейским законам, по законам демократических, либеральных, я думаю, что вам это не понравится. Я думаю, что вам это будет на сегодняшний день неприятно. Но если YouTube сейчас вам дал сигнал, то я вам официально сейчас заявляю, используя весь свой административный ресурс, как гражданин Туркменистана, гражданин России, я подготовлю заявление о рассмотрении ваших всех выступлений, которые призывают туркменский народ к свержению. А последнее выступление господина Иклимова вчера, когда он сказал намек в отношении Чаушевского, как там Чаушевского убили беззаконно, его охраны вместе с его женой. Вот это будет сильный удар для господина Иклимова. А для вас, господин Суюнов, будет шок. Вот это будет удар. Но это удар против вашей безалаберности, против вашей беспечности, потому что вы идете к своей цели, личной цели, а не общенародной, через трупы людей, которых вы сейчас пытаетесь поднять на кровь. Я думаю, уважаемые Аксакалы, Яшели, вы делаете большую ошибку. Остановитесь. Несколько раз говорил, остановитесь. Вы не хотите этого слышать. Ну тогда мы начинаем свое движение. Для того, чтобы вы несли полную ответственность за свои слова, которые вы делаете. И полную ответственность за обман молодежи, которая находится в Турции и других странах.